эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Ведут ли в России повторно режим самоизоляции из-за коронавируса? Мнение экспертов в этом выпуске. В селе Талон асфальтируют 20 километров круглогодичной дороги и поселковые улицы. Якутский жокей Спиридон Тимофеев выиграл скачки в Москве. Многие россияне рискуют столкнуться осенью с более тяжелым течением коронавирусной пневмонии. Такое мнение высказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арек Таланян. При этом он исключает возможность повторного введения режима самоизоляции. По его словам, весной жесткие ограничения были нужны, чтобы выиграть время в борьбе с неконтролируемой эпидемией и нарастить мощности здравоохранения. Эксперт также предположил, что те, кто встретился с COVID-19 раньше, имеют шансы на менее тяжелое течение заболевания в случае заражения, чем те, кто жестко соблюдал карантин. Между тем, 64 новых случая коронавируса выявили в Якутии за сутки. По-прежнему больше всего заболевших в Якутске 53 человека. 2 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. За сутки лаборатории республики провели 1918 исследований на коронавирус. Зарегистрированы случаи и в районах республики: в Алданском, Амгинском, Ленском, Неренгринском, Сунтарском, Хангаласском и Чурапчинских районах. Рассматривая эти районы, необходимо обратить внимание, что у нас на настоящий момент там уже начались случаи второго этапа, связанные с острыми респираторными заболеваниями. Борьба с огненной стихией продолжается в Якутии. Всего на территории региона бушуют 120 природных пожаров. Это данные авиалесоохраны. Площадь активного горения 387 гектаров. За сутки возникло 3 пожара и 8 ликвидировано. Сложная обстановка сохраняется на территориях Верхоянского, Кобяйского, Тампонского и Усть-Алданского районов, где зарегистрировано 42 очага. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Ряд сел в Верхоянском, Кобяйском, Среднеколымском, Момском, Усть-Майском, Татинском и Тампонском районах может окутать дым от лесных пожаров. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 960 человек и 103 единицы техники. Следует отметить, что тушением лесных пожаров занимаются специализированные подразделения лесоохраны. В рамках межведомственного маневрирования сил и средств на территории региона проводится поэтапное увеличение группировки. Сейчас группировка увеличена на 211 человек Федерального резерва авиалесоохраны Рослесхоза и задействована на территории Татинского, Усть-Алданского и Тампонского районов. С 1 октября все социальные выплаты от государства будут поступать только на карты МИР. После этой даты банк уже не сможет зачислить на карту Visa или MasterCard пособие при рождении ребенка или пенсию. Исключение для тех, кто живет за границей. Им выплаты перечислят на любую карту даже после 1 октября. Если карты МИР не будет, пособие можно получать другими способами: на банковский счет, который не привязан ни к какой карте, почтовым переводом или наличными. В этом случае о новом способе и реквизитах нужно сообщить в ведомство, которое платит деньги: в пенсионный фонд, соцзащиту, центр занятости, соцстрах или работодателю. Асфальтирование 20-километровой круглогодичной дороги и поселковых участков улиц идет в селе Талон Ленского района по инициативе главы региона Айсена Николаева. Работы финансирует Сургутнефтегаз. Компания вот уже 15 лет на территории Талонского наслега добывает нефть. С тех пор руководство Ленского района вместе с добывающей компанией подписали договор о совместной работе. Согласно документу, Сургутнефтегаз строит социальные объекты и всячески развивает инфраструктуру района. Напомню, что строительство круглогодичной дороги началось еще в 2017 году. Буквально вот еще осталось, видимо, завершить работу по обочине мелким щебнем, установка дорожных знаков и обустройство съездов на дворы. Хочу отметить, что строительство дороги дало возможность развития нашего наследия в социально-экономическом отношении, потому что мы строим буквально с прошлого года школу на 50 мест, детский сад на 15 мест и интернат на 15 мест.
Начался прием заявок на право заключения договора о предоставлении рыболовного участка. С документацией можно ознакомиться на официальном сайте Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Договор пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства заключается на 20 лет. Прием заявок завершится 10 сентября этого года. За сдачу огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом в Якутии можно получить 8 тысяч рублей. Министерство внутренних дел напоминает, что за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств предусмотрено освобождение от уголовной ответственности. Тарифы установлены, например, за сдачу самодельного нарезного оружия полагается 7 тысяч рублей, а за самодельное гладкоствольное оружие – 5 тысяч рублей. Для этого человеку необходимо обратиться в любой территориальный орган МВД России на районном уровне. У дворняк в Нерюнгри новая жизнь. В этом году в городе впервые открыли пункт передержки животных. Его посетила наша съемочная группа и узнала, в каких условиях содержатся отловленные из городских улиц собаки. Пункт передержки существует более полугода. Все начиналось с нескольких заброшенных вольеров. Сегодня их уже 18, в том числе один карантинный. Это обустроенные вольеры, оборудованные теплыми будками. Собак здесь почуют сухими кормами и кашами, которые варят в подсобном помещении. Тесный контакт у нас налажен с управлением ветеринарии, заключены договора на обследование, на проведение всевозможных манипуляций. Среда – это у нас санитарный день. Сегодня в ППЖ трудятся 3 человека, обязанности которых четко разделены. А местным зооволонтерам, желающим чем-либо помочь, было предложено упорядочить совместную работу и оформить пропуски. Указать в пропуске, что он может оказывать, какую волонтерскую помощь. На сегодня, значит, за вот этот весь период 6 месяцев обратился всего лишь 1 человек, и то до конца пропуск не оформили. В пункт передержки собаки попадают по-разному. Кого-то отлавливают с улиц по заявке, кого-то нерюнгринцы привозят самостоятельно. Сегодня вольеров недостаточно, чтобы охватить все заявки на отлов. Городская администрация работает в этом направлении. Бывают счастливые для животных моменты, когда их забирают из пункта. За это время удалось пристроить 34 собаки. Но, к сожалению, бывают и возвраты. Те, кто остаются в пункте передержки, имеют все шансы на новую жизнь. После кастрации, стерилизации и карантинного периода неагрессивные собаки со специальной клипсой в ухе выпускаются в естественную среду обитания. Таково требование федерального законодательства. Первые такие вот позитивный опыт выпуска собак на природу после стерилизации показал, что это в принципе возможно. Вот, это направление верное. Вот, ну и мы будем, конечно, вот это все делать для того, чтобы, во-первых, были соблюдены, я бы сказал так, именно права животных, да, вот, и, конечно, это живое существо, вот, и мы очень болеем за них, и действительно переживаем за них. Вот. Второе, чтобы это мы соблюли безопасность наших детей. Вот. Ну и, конечно же, чтобы были выполнены все пункты федерального закона о содержании животных. Сегодня на попечении работников 46 собак. 2 на карантине готовятся к выпуску. Все они разные по характеру, по возрасту, но живут дружно. 46 пар собачьих глаз ждут своих хозяев. На официальном сайте пункта передержки животных горожане могут ознакомиться с документацией, информацией о собаках, правилах посещения приюта. Екатерина Павлова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Вход на знаменитое подсолнечное поле в Хангаласском районе станет платным. С 2009 года подсолнечники выращивает сельхозпредприятие «Экоферма Туймада» в качестве добавки к корму для скота и животных, и лошадей. Однако известность поле приобрело только в 2018-м. Сейчас для того, чтобы сделать заветное фото к подсолнухам, съезжаются со всех близлежащих районов. Сотрудники предприятия жалуются на большой наплыв желающих запечатлеть цветы. При этом туристов не останавливают даже заграждения. Их неоднократно ломали, из-за чего поле подвергалось набегам коров и лошадей. Впрочем, сейчас посевам ничто не угрожает, а сбор урожая запланирован на 20 числа августа. Агротехники изучили и способы посева, и внесение минеральных удобрений. Это уже в 2011-2012 годах. После 2015 года мы начали сроки посева однолетних, изучение сроков посева однолетних кормовых культур. Урожайность подсолнечника в среднем на опытных участках по срокам посева показывает от 25 до 40 тонн с гектара зеленого
определенной массы. И питательная ценность тоже очень высокая. Услышать якутские сказки теперь может любой ребенок. Для этого нужно лишь зайти в интернет. Проектный офис развития Арктики запустил цикл детских развлекательных передач, где педагоги знакомят малышей с самыми интересными сказками народов Севера России. Подробности у нашего корреспондента Максима Кардозу. Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами мы будем читать якутскую сказку «Девушка-хвощинка». Мифические существа, волшебные предметы, чудеса на каждой странице. Герои сказок народов Севера всегда отправляются в фантастические приключения, которые и взрослых удивить могут. Но настоящий восторг они вызывают у детей. Олени научили Эрмичина бегать быстрее самого быстрого из них и прыгать со стопки на стопку. Идея познакомить детей России со сказками северных народов пришла к специалистам проектного офиса развития Арктики весной, когда режим самоизоляции заработал на полную катушку. Эти чтения стали частью большого проекта «Пора все дома». Мы делали прямые трансляции, готовили блюда национальных кухонь народов Севера. И одно из направлений мы думали, как же привлечь активнее детей. И наши учителя придумали, что вот можно читать детям сказки. К каждому выпуску педагоги готовятся заранее, тщательно подбирают сказки. Здесь важно учитывать и содержание, добрый посыл, интересное повествование. И родителям удобно, включили там на YouTube сказку вечером, и можно своими делами какими-то позаниматься. А с другой стороны, мы таким образом с ранних лет приобщаем детей к культурам народов Севера. Вот так и зародилась идея. Мы подобрали разные сказки. У нас у нашего руководителя хороший собственный большой архив сказок народов Севера. В проектном офисе «Пора» отмечают, что интерес к культуре Севера особенно возрос в условиях коронавируса. Люди стали активнее знакомиться со своей страной. И речь не только о путешествиях. Многие с удовольствием открывают для себя Россию через фольклор коренных народов Арктики. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. И к новостям спорта. Амгинский жеребец «Норд-Север» и Спиридон Тимофеев заняли первое место в дебютных скачках на Московском центральном ипподроме. Скакун Амгинского сельскохозяйственного производственного кооператива имени Строда пробежал дистанцию 1200 метров. Сообщается, что «Норд-Север» со середины забега уже был в числе лидеров. Рыжий жеребец 2018 года рождения был приобретен на аукционе в США в сентябре 2019 года. На 4-е место выходит Серемей. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.